Друзья, всем ассаламу алейкум. Сегодня у нас 3 мая. Вот. Иншаллах, по плану, по милости Аллаха, мы 6-5 улетаем в Кыргызстан. 6 мы уже будем дома, иншаллах. И что хочу сказать, по плану у нас хорошие есть планы. Мы будем еще на Искуле проходить сборы, может месяц, а может быть поменьше месяца. Будем проходить сборы хорошие и потом еще проходить сборы в других местах, не только на Искуле. И в общем итог, мы хотим уже в августе-сентябре драться в хороших лигах, не именно в Таиланде, только не в Пхукете, а в другом городе, на столице, так скажем, да. Вот. Естественно, у нас у всех желания горят, там, внутри факел, так скажем, да, чисто газ держать, там, драться, там, вот, чисто воинскую тему, да, там, себя внедрять. Но хочу сказать, что вот, 1,5 месяца мы прошли сборы, там, подрались по 2-3 раза, да. Могли бы больше подраться, но боев тоже иногда не давали, потому что и другие бойцы хотят драться. Но если постараться можно было еще больше подраться. Но есть травмы, там это быстро не залечивается. Вот. Итог какой? Мы, короче, приехали сегодня на пляж, чисто вот последний день, так скажем, не отдохнуть, а так чисто расслабиться, на релаксе. И я думаю, после пляжа вещи упакуем туда-сюда и вылетаем, иншаллах, завтра. Вот. Нам еще до Бангкока надо добраться не на самолете, а на автобусе, а туда ехать, как с Бишкека до Баткена, да, расстояние, так скажем, долго, 10-12 часов. Вот. Сейчас я вам покажу чисто красоту, как там у нас пацаны, там бойцы наши отдыхают, как у нас там все происходит. Вот. Вот, короче, джигиты. Вот такой вот пляж. Я не знаю, как этот пляж называется. Вот. Вот так тема. Чё? Кто хочет сюда отдыхать, приезжать. Вот. Дерзайте. Советую. Не пожалеете. Главное, чтобы деньги были. Да, аманат. Аманат. Чисто вот здесь же для наших друзей, для наших, кто нас следит за нами, наши земляки, да. Вот. Вот мы уже последний день сегодня тренируемся, правильно? Оттренировались, все, уже на пляж пришли. Расскажи итог какой, что прошел за 1,5 месяца в Пхукете, какие сборы. Про боев, какие травмы получал, что там вообще? Сборы прошли отлично. Прошли хорошую обкатку, тренировочный лагерь. В принципе, чуть-чуть ожидали другого, но получилось еще лучше. Прошли хорошие сборы, поставили дыхалку, получили небольшую технику, обкатку. В Кыргызстане не было боев, не было соперников, максимум один бой проводишь и все. А здесь мы прошли уже обкатку на профессиональном уровне, в Риме себя чувствуем по-другому. Все, в принципе. По поводу травмы. Да. Травм в первом бою, когда мы приехали на следующий день, вышел на бой. Еще от любителей не отошел, кидал все удары. Все, что в голову приходило, все кидал.
Потому что голова еще думает, что на ногах есть футы и так далее. Кидал ноги, получил травму, нога отходила где-то неделю. А дальше во втором, третьем бою, в принципе, не было. Вот после последнего плечо чуть потяжелело. Так, все нормально. Для наших, ну, кто следит, другие спортсмены тоже, чтобы они тоже знали, на что идут и вообще, да? Скажу для бойцов наших. Здесь совсем другой уровень. Совсем другой уровень. Сейчас мы провели по несколько боев. Вот пацаны выиграли. Там у некоторых без поражений, у некоторых есть поражения. Вот для тех, кто думает, что здесь очень легко. Здесь на самом деле, ребят, вообще нелегко. Это все по камере, по видео. Там, когда сидишь и смотришь, это все кажется очень легко. На самом деле все трудности начинаются, когда ты встаешь утром, идешь в зал, иногда не высыпаешься, может высыпаешься. Но трудности начинаются с кровати, когда ты встаешь, идешь в зал с утра, тренировку проводишь, дальше проводишь тренировку, приходишь домой, уставший, обратно на тренировку. Это очень трудно. Это все мы не показываем на камеру там, и так далее. Невозможно это все передать через камеру. Потом, чтобы выйти на бой, некоторые думают, вот вы выходите, бьете там всяких флажков и Да, ждаете. да, перебью сейчас. Все думают, что мы выходим с какими-то там, да, ну, особенно наши, да, там, спортсмены думают, что мы выходим с мешками, там, еще что-то. Думайте, что хотите, да, но я одно хочу сказать, что эти пацаны тоже выходят нам морду набить, так скажем, да, и нелегко это. Просто выйти в ринг, это уже большая работа, если честно. Просто выйти в ринг, Да. просто выйти в ринг и начать драться, это уже большой, я не знаю, это очень трудно сделать. Я не думаю, что каждый человек сможет, и каждый боец, и не каждый спортсмен сможет выйти на таком уровне боя. Поэтому никогда не думайте, что здесь очень легко и наши бойцы очень слабые. Нет, у них такой же, они очень опытные бойцы. И они все здесь, они просто так, как и все мы, которые сюда приезжаем, но здесь мы не просто так. У всех есть какой-то опыт, у всех есть какая-то цель. Они выходят, чтобы нам набить морду, как Продак говорит, набить нам морду, получить опыт, подняться еще выше. Но так получается, что мы побеждаем, может у нас какая-то другая техника, другой подход к бою, настрой головой. Бывает и поражение, как мой последний бой, к сожалению. Но от этого я не расстраиваюсь, соперник был очень серьезный. Мы получаем опыт и идем дальше. Аманат, мне кажется, то, что именно вот французская и тайская, да, организация, лига, да, так скажем, мне больше понравилась французская, потому что ты там восстанавливаешься. Да, конечно. Вот на последний бой, когда я выходил драться, я тоже в тайской лиге дрался. И получается, был такой момент, то, что я согнал 6 килограмм, по-моему, насколько я помню, 6 килограмм я согнал. И в этот же день мне нужно было восстановиться. Но я никогда до конца не восстановился. Может быть, да, я плотно покушал, там правильно сначала жидкость выпил, потом не спеша восстанавливался. Но это все равно мало времени. За такой короткий срок времени все равно не восстановишься до конца. Когда выходил на бой, все равно уже чувства были другие. Но мне просто повезло, потому что я поймал соперника в первом же раунде. Возможно, после первого раунда было бы тяжелее, потому что сил еще до боя не было. Вот. А в французской лиге что, взвешался, покушал, поспал, спокойно восстановился, у тебя больше времени. И, конечно, там уже другие силы и больше шансов. Так, а только этим отличается, а так организация в принципе одно и то же. В принципе, если Но так взять. хочу спросить, чтобы ты тоже знаешь, я знаю, ну все здесь спортсмены знают, вот, но надо нашим друзьям объяснить, что
Патонг Fight Night, то, что мы, да, вот и французская, и тайская, это одно и то же. Патонг Fight Night, просто у них там ринги отличаются и, так скажем, этими, да, как реферами. Да, вот то же самое, один и тот же стадион, все одно и то же, все, и с весами, и без весов, и тайская, и французская, все одно и то же. Просто там у них Просто отличается, что, люди-организаторы и ринг. шорты, Ринг, экипировка. шорты, ну, такое все отличается, конечно, а так, местоположение, там, это все одно и то же. Но еще скажу, ребят, если вы ходите на Патонг Fight Night, это нереальный уровень, я скажу вам так. Там бывает бой. Не, конечно, как попадется. Может быть, тебе и попадется слабый соперник, но Патонг Fight Night это очень серьезная лига. Если вы там дойдете до чемпионского пояса, это уже большое достижение. Поэтому не думайте, что здесь все так легко. Я бы сказал, эта лига, допустим, есть One Championship. Кстати, с этой лиги отбирают бойцов на One Championship. Вот что я хотел услышать и что я хотел донести. С этой лиги выбирает бойцов в One Championship. А эта лига одна из самых серьезных лиг. Не самая серьезная, я не могу такое сказать, но одна из самых серьезных лиг. И в эту лигу отбирают бойцов через Патонг Fight Night. И там дерутся реальные бойцы, реальные воины. Поэтому не думайте, что там так легко. И не сразу не рвитесь туда, а пройдите там банго, Да. есть там равай. Не, подожди. Пройдите обкатку. Хочу добавить, что даже Бангла, даже Равай, туда залетают бойцы Да, там хорошего есть уровня. очень хороший уровень. Допустим, возьмем. И даже как его, даже оттуда отбирают. Скажи, агенты. Есть Отбирают. хорошие, конечно же, в любой лиге могут попасться. Ты можешь сейчас пойти там какой-то самой там плохой организации подраться, но соперник выйдет серьезный, и оттуда может кто-то увидит твой бой, и там тебе и понравишься, и тебя отберут. Да, кстати, по поводу вот этого Банго, Равай, там могут попасться очень серьезные бойцы. Допустим, ваш последний бой, вот твой последний бой, братан, на Равай. И тебе попался соперники, там спарринг-партнер Физиева, там звезда там Пухета, там туда-сюда, он уже там чуть ли не чемпион там чего-то там, One Championship уже хотели его взять, туда хотели взять, он выходит на Равай, и ты его сносишь. Видите, как бывает, все возможно, такие бойцы залетают везде. Поэтому все равно будьте начеку. Но, блин, Итог я, какой? наверное, неправильно сказал, то что там пройдите обкатку, там на Банго или Равай. Все равно везде есть опасность, везде есть серьезные бойцы, везде травма опасна. Итог, просто поймите то, что если вам это нужно, этот спорт, то будьте готовы ко всему. А если вы думаете, что вы это не сможете, хоть раз вы задумываетесь о таком, то это не ваше. И не нужно сюда приезжать и тратить свои деньги и время. Если вы уверены в себе, то дерзайте. Все правильно. Аманат Ислам, помните, я на том ролике я говорил вам, ну я говорил не вам, а я говорил на видео, то что Патонг Fight Night, когда я первый раз туда зашел, когда я увидел там обстановку, как я увидел в кость бойцы дерутся, блин, до последнего, да, там, я тогда уже понял и увидел то, что сюда суваться там месяц-два там или 3-4 подготовленным приходить, что не стоит. Вообще не стоит. Здесь пацаны годами тренируются, правильно? Да, И Патонги. здесь Патонг это очень серьезная лига, и туда просто так выйти, выиграть, распиариться там, как думают все, не получится. Не получится, ребята, если вы не готовы, и там туда реально выходят очень серьезные бойцы, Туда выходят воины в натуре. Вот мой последний соперник.
мой последний соперник. Он провел One Championship 2 боя. Провел бои в карате комбат. У него за 50 боев именно там в других лигах. Он дрался на бинтах королевском муай-тай. Королевский муай-тай — это, кто не знает, там наматывают веревки и на веревках дерутся. Это очень серьезный был боец, и он дрался на Патонге. Вот И видите, да? на кого я наткнулся, видите. Поэтому все возможно. Любой боец может с тобой выйти, любой может. Бывает, я ничего не могу сказать, бывают слабые соперники попадаются, но это большая редкость, большая редкость. Поэтому на Патонге очень серьезные бойцы. Реально серьезные бойцы, серьезная организация, серьезные бойцы, все. Это я не могу передать словами, есть. Последнее вот добавим тогда. ММА. Как ты смотришь ММА? Как нужно на ММА готовиться? И шердок испортить можно или нельзя? Вот эти тонкости чисто расскажи тоже. На ММА, если ты еще молод, в натуре молод, физически слаб, лучше не стоит там рисковать, выходить там на бои по ММА. Шердок очень серьезно. Ладно, муай-тай еще можно, да, как-то выйти, рискнуть, как-то что-то сделать, потому что муай-тай нет конкретного шердога, и на твое будущее там не так много повлияет. Но в ММА шердок — это очень важно. Это если вы выходите на бой, то нужно уже выходить с серьезной подготовкой, потому что если ты испортишь свой шердок, будет плохо тебе самому в будущем. Если ты хочешь продолжать биться по профессионалам именно в ММА, то в будущем тебе это очень сильно помешает. Также даже расскажи этот Бангала, как там было. Они говорят, ты выходишь, тебе не дают шердок. Вот в Таиланде очень опасно делать такие бои по ММА именно на этих стадионах, на любом стадионе, на Банго, на Равай, на Симби, там, на Патонг. На этих стадионах очень опасно делать бои, потому что тебе говорят, там нет шердога, там ничего такого опасного, ты выходишь, возможно, проигрываешь, и на следующий день забиваешь в интернете свой шердок, а у тебя там 0-1, или там 0-2, 1-1, там у кого как. Поэтому очень опасно здесь проводить бои по ММА. Если проводишь, то просите конкретный документ, что вам не ставят шердок. Но если вы, конечно, сами хотите, чтобы вам поставили шердок, можете рисковать и делать. Но все равно опасность есть. Поэтому, ребят, готовьтесь на ММА очень серьезно и подходите к шердогу очень серьезно. Расскажи, как другие бойцы хотели набить себе шердок и что с ними происходило? Бойцы бывают такие, что хотят набить себе шердок. Думают легко. Думают легко. Такие бойцы, как я. Был момент, был молод, думал. Не-не-не, здесь именно в Банглии, как они ломались. Просто расскажу. Получилось так, что вышел на бой, проиграл, испортил себе шердок. И сейчас только об этом задумался. Поэтому, ребят, не рискуйте. И также здесь думают, что здесь очень легко по ММА, там тайцы, здесь они умеют бороться там и так далее, но и выходят, и проигрывают, и портят себе шердоги. Бывают и такие моменты, то что записывают эти бои в шердок. Набить шердок не получится так легко, честно, не получится. Все возможно. Когда ты выходишь в клетку, там уже все меняется, тебе уже там никто не поможет. Ты уже сам за себя, там максимум тренер тебе что-нибудь подскажет. Все.